Место установки качелей и укладки асфальта – тяжелая техника, пыль и голые стены. Это детский сад на улице Чистопольской в Казани. Его планировалось сдать к 1 сентября. Но дело встало. Возник дефицит грунта. Сейчас работы выполнены на 53%. За последние 2 недели продвинулись всего на 4. Ждут порядка 1000 самосвалов земли. Еще в районе, так скажем, 15 тысяч кубов еще надо будет завести. То есть это время это самое. Потом еще наружные сети нам нужно класть. Мы в этом плане тоже нас задерживают. Потом есть еще внешняя сторона у нас, так скажем, по благоустройству, асфальт, дорога. И в такой ситуации, когда есть риск, что объект не будет сдан к сентябрю, еще 8 детских садов по всей республике. Большинство в Казани, 2 в Пестрецах и по 1 в Альметьевске и Высокогорском районе. Детский сад ЖК «Новые Горки» в Казани готов только на 40%. Это один из самых больших строящихся садиков столицы. Он рассчитан на 330 мест. Как сообщили в Минстрое, проблема в низких темпах работы самого подрядчика. Но критическая ситуация не везде. Это объект на Аделе Кутуя. Здесь сейчас завершают отделочные работы на 2-м этаже. При этом о благоустройстве речи пока нет. Прошу заказчика, глав муниципальных образований, где строительство детских садов идет с отставанием, уделить этому вопросу самое пристальное внимание и приложить максимум усилий, чтобы все объекты были сданы в установленный срок. Я напоминаю... Мансур, это у нас контрактный срок по нацпроекту когда? Контрактный срок у нас декабрь всего лишь. Задача сдать к сентябрю от Рустама Миниханова, говорят в Минстрое республики. Дело в том, что в крупных ЖК катастрофически не хватает садиков и школ. И если не сдадут объекты к сроку, то придется ждать следующего года. Есть вопросы, которые связаны были с сетями, газопроводом, они тоже решаются. Есть, конечно, вопросы, которые подрядчики слабовато работают, при этом условия для всех одинаковые. Об условиях. Минстрой республики договорился с подрядчиками о компенсации их затрат на подорожавшие стройматериалы. Заказчик ГИСУ совместно с Минстроем будет разбираться, за счет чего было удорожание. Само собой, мы принимаем в расчет, что удорожание цемента, металла, теплоизоляционных материалов, оконной продукции, конечно, должны быть компенсированы. Для этого нужно доказательную базу иметь. Но компенсировать будут только после сдачи объекта. Сейчас же подрядчикам придется самим раскошелиться за подорожавшие стройматериалы. Салават Мухмадуллин, Амазиадинов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.